Привет, ребятки! Рад, что вы смотрите фильм об антифашистском движении в России. Когда мы делали этот фильм, мы старались быть наиболее объективными, вследствие чего мы взяли интервью как у легальных антифашистов, так и у нелегальных антифашистов. Хотя мы все, конечно, прекрасно понимаем, что нелегальных антифашистов не бывает. Приятного просмотра! Официальной статистики нет, государственной. Действительно, государство учитывает не преступления, а приговоры и заведенные дела. То есть, если дело заводится по статье, где фигурирует мотив национальной ненависти, то оно попадает в эту статистику. Но эта статистика, к сожалению, не публикуется в развернутом виде. Мы же считаем случаи, когда нам известно, что это преступление совершено по мотиву ненависти, вне зависимости от того, заведено дело, не заведено дело. В этом году, к данному моменту, уже 60 убитых мы насчитали, только убитых. И это очень много, потому что весь прошлый год было 80 с небольшим, а сейчас все-таки только сентябрь начинается. Поэтому, в общем-то, прирост, к сожалению, все время есть. Есть эксперты, которые говорят о 60 тысячах наци-скинхедов, но при этом это какая-то цифра очень умозрительная. Непонятно, кого считать на самом деле реально фашистами, потому что есть люди, которые просто модники и носят такую одежду, а есть люди, которые не носят никакой такой специальной одежды, но при этом они убийцы и не пойманы никем и не продолжают действовать или служат в армии, или работают в милиции, или сидят в администрации президента и все что угодно. Приблизительно прикидывали, сколько народу выходит на митинги разных праворадикальных организаций. И получилось примерно, это не точно, конечно, что по стране это примерно 10 тысяч человек. Единственные цифры, которыми мы располагаем, это количество пострадавших от радикальных неонацистов, которые дерутся на улицах и нападают на людей. Я полагаю, что, в общем, более или менее активно действующих, скажем так, радикальных националистов, будет, допустим, 20 тысяч. А количество сочувствующих, оно гораздо больше, это просто не поддается учету. Но реально все эти цифры, они не имеют отношения к тому, что на самом деле происходит, потому что большая часть людей не идет в милицию, и большая часть преступлений не становится известной ни журналистам, никому вообще. При этом нападения становятся в среднем более жестокими, чаще используется оружие, взрывчатка теперь уже. Огнестрельное оружие редко. 5 лет назад это были в основном подростки, а сейчас эти ребята постарше, соответственно, больше способны. Там. Видимо, где-то в районе как 96-97 года как-то фашизм вообще реально полностью захватил все эти стадионные темы, и это было реально, но это реально на самом деле было опасно. Дофига молодых людей любят ходить на футбол, и когда там реально был 100% фашизм, то это был пиздец, да. Я принадлежу к антифашистскому движению уже больше 10 лет, и мы с моими друзьями начали с того, что начали выпускать журнал в Питере.
это был журнал, в котором главная позиция была, что мы против фашизма. Мы разные, но мы против фашизма. То есть у нас были анархисты, у нас были какие-то люди просто средне-левых взглядов, у нас были люди правых взглядов, ну, либеральных, так скажем. Я думаю, это начало 99-го года, первая тусовка такая, они сначала себя помнили рашами, потом шарпами, потом вообще распались. Там было, собственно, это было несколько побрившихся панков из Туса Хранителей Радуги. И они, собственно, ходили и действительно там пиздили каких-то банов. Вот. Но потом они что-то дико свернулись, как бы, потому что, потому что банов реально было там, 1006 в Москве, да, их было 11, как бы. Кроме того, мы проводили акции антифашистские, тоже, по-моему, первые в Петербурге. Мы начали это делать дважды в год. Это вот первое крю, оно закончилось в 2000 году. В 2000 же году появился такой сайт redskin.mail.ru. Мы делали наклейки, какие-то граффити, там что-то пытались как-то очень криво выпускать какую-то музыку. Потом какой-то принципиальный, но уже принципиальный шаг был в 2002 году, когда когда банов стало меньше, да, то есть тогда, помню, активных банов, стало 2-3, а нас стало 15, как бы. Это уже стало интереснее, потому что можно было кого-то и пиздушить. Но баны на нас мутили, я думаю, от полтинника до стольника в среднем. Весна 2003-го, фактически весна 2004-го, когда не происходило вообще ничего, а уже с 2004 года это пошло на такой достаточно массовый поток. Там такой с этой прессы. Блядь, совсем перешел. Антифа! Да, я считаю себя антифашистом. Ну да, я считаю себя антифашистом. Да, мы считаем себя антифашистской группой, мы считаем себя антифашистами, мы пиздим банов, мы поем песни про то, как про то, как надо пиздить банов. Я, честно говоря, сам не пользуюсь такой терминологией. Ну, антифашистом я себя считаю. Мне похуй, я антифашист, я пацан. Ну да, антифашистом я себя считаю. В какой-то мере я, считаю себя антифашизмом. Ну да, я считаю себя антифашистом. В принципе, наверное, по факту антифашист, я антифашист, но я так про себя никогда не скажу, я антифашист, потому что это хуйня какая-то, так называть, у меня есть у меня есть много других самоопределений, на самом деле, более важных. Просто мне кажется, что любой нормальный человек, не даже занимающий какую-либо гражданскую позицию, он просто по человеческим качествам должен быть антифашистом, потому что это позиция просто обычного человека.
Антифашизм – это такая толковая вещь, которая очень актуальна, за которую я подписываюсь. И это сейчас надо в нашем обществе, потому что это проблема, и как человек думающий, я пытаюсь помочь. И антифашизм для меня – это предпринимание неких действий против фашизма. Они могут быть разными, и каждый для себя выбирает то, что он может, и то, что он считает правильным, что не всегда, кстати, одно и то же. Ну, антифашизм можно понимать разными словами. Можно понимать как борьбу на улицах, не знаю, интернет-бои, не знаю, борьба на книжках, когда там старые старперы сидят и там разговаривают о антифашизме и так далее. В принципе, это все можно назвать антифашизмом. И в каждом мере эти вещи, в этих вещах есть плюсы и есть минусы. Отрицание идеологии фашизма, превосходство одной нации над другой, одной группы над другой. Соответственно, антифашизм – это активное противостояние этой идеологии. Соответственно, там исключение своего круга общения националистов, это переубеждение своих друзей. Для меня антифашизм – это противодействие власти, капиталу. Ну и, естественно, тем всяким фрикам, банкхедам, которые ходят на наших улицах по России, страдают хуйней. И антифашизм для меня – это противостояние любым видам дискриминации. Пиздить банов, петь про то, как, к чему, каким последствиям плохим ведет фашизм, клеить наклейки в метро антифашистские, зачеркивать свастики на улицах. В принципе, я считаю, что антифашизм – это нормальная человеческая позиция любого здравомыслящего человека. А антифашизмом для меня является борьба, в принципе, с любым угнетением каких-либо малых групп, будь то национальные меньшинства или там пенсионеры или студенты. Будь то гомосексуалисты, лесбиянки, черные, мигранты, бедные, бездомные. Антифашизм – это прежде всего это сопротивление на улице. Да, это не те парни, которые пришли сегодня. То есть это музыка, это мода, это круто. Да? А это разбитые щи, за которые ты всегда можешь ответить. И антифашизм для меня это борьба против невосприятия ксенофобских всяких тем, расизма. Вот. То есть я считаю, что все люди как бы одинаковые, и стоит их мерить по поступкам, а не по их как бы каким-то отличительным чертам, с которыми они родились. Антифашизм – это то, что нас всех объединяет здесь сегодня. Конечно, в некоторой степени каждый понимает себя по-разному, по большому счету. То есть, для кого-то это одни вещи, для кого-то другие. Это, возможно, сразу смирить нормально. Я очень хорошо когда отношусь, что ты понимаешь, по-своему, я по-своему. Но есть одно, что нас объединяет. Это панк-рок-сцена, ска-сцена, хардкор-сцена, неважно. Здесь есть место скинхедам, панкам, хардкорщикам, кому угодно. Но здесь есть место людям с расовыми и национальными предрассудками. Это гордость. Антифашизм – это когда приходят люди, которые знают, что на выходе они могут получить по щам, могут оставить ту свою жизнь. И они знают, что они своей жизнью рискуют. Вот это и есть антифашизм. А когда это превращается в моду, это уже не антифашизм. Это просто модная штучка. Я анархист, и вообще я считаю, что антифашист – это уже политическое убеждение. И так или иначе, любой человек, который борется против фашизма, он все-таки имеет какие-то мысли по поводу того, что должно быть вместо фашизма. Ты понимаешь, что ты можешь это делать, у тебя есть на это время и возможности, и желание. И, в общем, и цель греет. Антифашиста! Арена! Арена! Антифашиста! Арена! Арена! Антифашиста!
сейчас как на взлете находится как фашистское движение, так и антифашистское движение. Это очевидно. Более того, вопрос идеологической направленности и развития страны в целом сейчас решается не на высоких трибунах. В сфере официальной политики все политические силы ушли от реальности, от того, чем сейчас реально дышит общество. Они занимаются просто дележом денег, дележом мандатов и приближенностью к корыту, где раздают льготы. А сейчас реально определяется вектор развития нашего народа, нашей страны на улицах. Мне кажется, что, соответственно, сейчас в России есть, собственно, две разных проблемы. Одно вот это баны, вторая некая как бы общая ксенофобия. На самом деле баны это некое порождение вот этой общей ксенофобии. Да? Самая большая, конечно, проблема это бытовой национализм, этот расизм. Вот. Дети все это хватает с малых лет, потом начинается эта фигня. Потому что есть плохие люди, и русские, и не русские. И, в принципе, Россия, это, в первую очередь, это многонациональная страна. И фашисты, которые говорят, что мы патриоты России, что мы такие прям любители Родины, это просто люди, которые абсолютно не ценят свою культуру, не знают ничего о истории. Это просто, я не знаю, это люди, которые бездарные, которые неграмотные, они нигде не учатся, они вот тупо пьют пиво везде на улице. Потому что человек, направленный на фашистскую идеологию, он теряет просто свое людское обличие, он превращается линтиком в систему, он отдает все свои качества какому-то фюреру, который вдруг выбрал или сам себя назначил. Я общалась с такими людьми, у меня есть один знакомый, которому я напрямую говорила, что он полный дебил, что, блядь, чувак, ты просто, блядь, ты вообще думаешь своей головой. У человека нет мозгов реально. И, короче, ну, резать надо таких людей на самом деле. Очень много таких людей среди бонхедов. Бля, провальная ситуация, слишком дохуя, блядь, националистических настроений, которые за хуйни за всякое возникают. И, блядь, то есть, ну, там, людей уже, блядь, там, с детства учат какой-то хуйня, то, что если чувак, блядь, там, чурка, то он, блядь, по-любому, значит, блядь, ну, говно какое-то. Нихуя я с этим не согласен. Конечно, таких дохуя, ну, там, гандонов, там, всяких, которые, там, ну, ведут себя как бы по аре. Ну, блядь, среди них, ну, нормальные люди, похуй все люди, блядь, ну, люди как люди. Какая разница, кто ты, блядь, хоть, сука, удмурт, блядь, хоть нахуй, блядь, я хуй знает, канадец какой-нибудь ссаный. Для Бана, наоборот, как раз ситуация приезда в Москву вот всяких нерусских людей, она создается как высадка марсиан и уничтожение землян, как бы, грубо говоря, да? И, соответственно, поэтому они вот так и жестоко беспределят. Поэтому они как бы готовы как бы убивать, взрывать кого-то, готовы садиться за это. Я с большим, так сказать, ну как сказать, даже не осторожностью, а с большой озабоченностью смотрю на рост фашистского влияния, потому что это не рост влияния снизу исключительно. Это те тенденции, которые активно провоцируются властью. Власть выбрала лозунги патриотизма, и сейчас патриотизм у нас фактически официальная государственная идеология. Уже полностью обелены стали чуть ли не государственными словами держава, империя. Соответственно, любые призывы к патриотизму, к державности, к империи с высоких трибун внизу находят отклик в виде прямых действий и именно прямых насильственных действий. У нас вообще фашистская обстановка в стране, именно политическая. Ведется патриотическое, типа псевдопатриотическое воспитание. Воспитывается новое поколение банхедов, которые там ходят, пиздят людей, убивают их на улицах. Вот банам пофигу, вот эти нерусские люди, они совершают 95% или 3% преступлений, да? То законодательство, которое вырабатывается у нас на эту тему, оно совершенно порочно, на мой взгляд, сформулировано. Из-за того, что вот такой аморфный закон, то добросовестно настроенные, скажем так, прокуроры, исследователи, это много раз я это слышал, они говорят, что мы просто не знаем, как нам применять этот закон. Мы его не понимаем. Они юристы по образованию. Я понимаю, что им действительно вот эти формулировки непонятны. Что очень, к сожалению, сильная тенденция к тому, чтобы этим законодательством злоупотреблять. Рюхин активист антифашистского движения, но при этом не принимал участия в никаких силовых или боевых акций. То есть можно сказать, что просто открыто выражал свои взгляды. Пошел на один из рок-концертов вместе со своим приятелем Егором Томским. У него на нем висели антифашистские значки, собственно говоря, фашистские молодчики и среагировали именно по этим значкам, напали на него, зверски его избили, Егор Томский успел убежать, а его фактически ритуально убили ударом ножа в сердце. Ну,
все убийство очевидное. При этом следственные органы, на удивление, заняли профашистскую позицию. В данном случае уголовное дело по убийству было переквалифицировано в уголовное дело по хулиганству. И любые идеологические моменты из этого дела были старательно убраны. Дело Рюхина очень четко показало, что нацистский миф о том, что они борются с инородцами, это является не более чем мифом. Для них, их объектами нападения, жертвами являются именно те люди, которые пытаются хоть как-то сопротивляться вот этой вот идущей сейчас в мейнстриме волне на создание патриотического, державного, националистического общества. В принципе, тоже вот есть такие, как бы, либеральные антифашисты «Сова», ну, как бы они такие же, как бы, публичные антифашисты, и они давали, ну, они много интервью дают, и в частности, как бы, по всякой антифа деятельности они давали интервью, и они говорили, что они, в принципе, обеспокоены вот таким вот радикальным молодежным антифашизмом, потому что люди реально получают ну, жизненный опыт, неуважение к законам. Как бы. Вот, что, в принципе, это основное, что человек выносит из этого, из своей антифа-деятельности. И мне кажется, это очень анархично и очень хорошо, что это получило такое массовое распространение и в Москве, и по городам. И это реально уже сотни людей. Вот, и у них, то есть они реально учатся, не знаю, какому-то сопротивлению без центрального лидера. Как неонацистов. То есть их было около 40 человек, да, они собирались в центре города, там, ну, на бомберах, на подкатах, раздавали повсюду свои газеты, то есть их не силком их запихивали, говорили, если ты сейчас, если они не увидят, что ты через 3 метра пройдешь и не начнешь ее читать, да, мы тебя догоним, вынесем там тебе еще все остальное. Теперь такого абсолютно нет. Раньше, то есть, я был панком с ирокезом, я приходил на концерт, я видел, что рядом тусуются моб этих неонацистов. Я видел, что как бы панки, которые такие, которые как начинающие, которые просто немного прогнившиеся панки, они чувствуют силу, да, то, что вот стоит вот до хера этих неонацистов. Они потихонечку, чувствуя силу, они к ним прибиваются, да, и потихонечку начинают черпать идеи. Ну, насчет Иркутска, в частности, что я могу сказать? У нас тоже есть там определенный список там всяких партий, есть так, националистических, распространенных везде по всей России. Есть, естественно, банхеды, малочисленные. В основном они там, как и везде, это футбольные хулиганы. До определенного момента фашистов вообще не было. То есть многие команды прекратили свое существование в Иркутске в определенный момент. Когда поняли, что музыка уже ничего не добьется, что нужно приходить к прямому действию, то есть нужно переходить к борьбе. В прошлом году был момент, когда мы сказали, даже в этом году, что все, фашистов в городе Иркутске больше нет. И мы уже собирались начать заново, то есть концерты, все это заново, заниматься творчеством. Ну вот был, короче, инцидент, большая трагедия в городе Ангарске. После чего официально выступает губернатор и говорит, что в Иркутской области нету никакого фашизма, это напали там местные какие-то гопники. Проходит еще день-два, и он официально заявляет, что да, в Иркутской области есть неонацисты, и около 60 человек, мы за ними всеми наблюдаем. То есть как они наблюдают? Если он говорит, что мы за ними наблюдаем, он прекрасно знает, что был прыжок на экологии. То есть получается, люди свыше, они прекрасно знали об этом прыжке. Просто это было выгодно. Смерть фашизму всех властей! Оборот до властей! Смерть фашизму всех властей! Мир народам! Война властям! Мир народам! Война властям! Антифа! 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 Ну, фашизм в Питере есть как во власти, так и на улицах города. Довольно распространен бытовой фашизм. Но если брать банов, то по сравнению с 3 годами назад их стало резко меньше. Хотя, конечно, часть из них переквалифицировалась в околофутбольных хулиганов. Ситуация с фашизмом сейчас, на мой взгляд, несколько
изменилась за последнее время. Я не могу сказать, что она стала лучше, не могу сказать, что она стала хуже. Она просто немножко изменилась. Групп фашистских молодежных стало меньше, но они стали более радикальными, все чаще используют оружие, все чаще доводят дело до убийства. Вот. Ну и стали появляться некоторые политические объединения правого толка, которые, на мой взгляд, имеют какое-то будущее. Народу дохуя, это модно, но очень опасных людей, нациков, их мало. И это дети. Они все больше и больше радикализируются и переходят от каких-то акций в стиле футбольных фанатов к радикальным акциям в стиле индивидуального террора. То есть выслеживанию и устранению каких-то определенных людей. Ну, может быть, не определенных людей, но вот именно запугиванию путем убийств. Последнее их громкое, напоминание о себе было, примерно год назад. Тогда они порезали 2 индусов, один из которых скончался. Примерно в то же время они прыгнули на активистов ФНБ, опять-таки пацифисты, они боятся нападать на скинхедов и хулиганов, и даже на панков не так часто. И в основном нападают на пацифистов. Надо заметить, что наше движение в Санкт-Петербурге, по крайней мере, существует всего в организованном плане около 3 лет, наверное. Такое более-менее, когда мы уже стали что-то делать. И то есть я считаю, что в сравнении с Западом и даже с той же, например, Москвой, мы еще находимся в стадии зародыша. Поэтому я думаю, что мы растем медленно, но растем, и это безусловно позитивно. Антифашистов, если честно, больше 30 для нас это очень большая редкость. В смысле именно готовых к бою. Так-то после концерта можно вывести на улицу до 150. Вот, но это не показатель. То есть у нас и аполиты там, если что-то подпишутся, и не убегут. Я имею в виду там модов, всяких лысых аполитичных. Они говорят, да, это говно, это неправильно. Вот взять тех же панков, да, вот лысые, скинхеды, антифа, там шарпы, там вся хуйня. Они на акцию не берут панков, акции прямого действия, там пизды дать кому-нибудь, потому что они им не доверяют. В Питере в основном скинхеды и casual. Панков очень много, антифашистов, но они не являются милитант. То есть очень много людей, которые поддерживают, но то есть в силу неких обстоятельств они не могут постоянно быть готовыми к бою, и их сложно мобилизовать. Тяжело быть девушкой в антифашизме, потому что на самом деле кто ни старался, я не сексист, нихуя. На самом деле сексизм присутствует везде. Со стороны антифашистов, товарищей, соратников, но и со стороны тех же бонхедов. То есть, в принципе, если бонхед сексист, это на самом деле пиздато, потому что ты его бьешь, а он тебе не может ответить. Вот. А со стороны антифашистов очень неприятно, когда ты готова к бою, а тебе скидывают шмотки и говорят, ты если что, я сейчас отстреляю удар или там что-нибудь пневмат, и ты съябывай с моим пневматом. Лично на моем опыте я мало знаю, что среди антифа, что среди фа девушек на самом деле таких именно, которые идейные, которые готовы ко всему, мало. На мой взгляд.
стороны, где очень много вот этих самых фашистов, очень много банов, и ситуация, в принципе, очень плохая, потому что люди реально просто вот, в основном аудитория фашизма это какие-то малолетки, абсолютно неграмотные, я не знаю, просто какие-то бескультурные, они просто устраивают какой-то дебош, они бьют, они говорят, что мы фашисты, мы пиздим там хачей, ля-ля-ля. На самом деле, вот, объективно, они убивают тех же самых русских молодых людей, русских студентов, которые просто говорят, что мы антифашисты. И это просто пиздец. А реально сейчас ситуация, что если бы он не пиздобол, то, соответственно, на нем несколько трупов в среднем на каждом бане есть, как бы, да. Вот непонятно, допустим, если он дико резко поумнел, сказал, все, я больше не буду, я был неправ, там, давайте я даже, не знаю, там, фонд Холокоста переведу 5000 рублей, да. Ну, понимаешь, нет, с одной стороны хорошо, с другой стороны, вот для меня не ясно, прощается ему на этом вот эти 7 убийств или не прощается. Это сложный вопрос, им надо думать. У нас много футбольных клубов, поэтому как бы очень много футбольных хулиганов. Вот, и все наши футбольные хулиганы являются правыми футбольными хулиганами. Соответственно, помимо, собственно говоря, банов, так называемых бонхедов, в Москве еще очень много правых хулиганов, короче. Вот. Которые называют себя аполитичными, но тем не менее они как бы кавказцев называют сраными хачами, черных называют вонючими нигерами, вот, и как бы не котируют антифа, вот, и люди могут зигануть на футбольном матче там или где-то на улицах, вот, могут кого-то отпиздить там. Фашистов достаточно много, то есть несколько раз чуть ли не хватали мы люлей просто то, что идем по улице с какой-нибудь антифа-символикой, да, там банальный даже значок немецкий антифашистик эшелон привлекает внимание банов настолько, что, в общем, возникают жесткие довольно проблемы. В конце 90-х реально там, было много тысяч банов в Москве, да, но при этом, допустим, как-то убийствами из них занималось там, я думаю, бригад 5, допустим, вообще как максимум. А сейчас ситуация такая, что банов в Москве несколько сотен, но зато все они заточены под то, чтобы оставить на земле 1000 идеальных белых мужчин и 1000 идеальных белых женщин. Соответственно, так как они такие отмороженные, они на самом деле очень сильно маргинализованные. Они маргинализованные относительно вот этого, реально большой массы ксенофобов, которые есть в Москве. Ситуация, я думаю, как бы налаживается в нашу сторону. То есть достаточно, раньше было больше фашистов, банов, так называемых правых футбольных хулиганов. Сейчас как бы это уже не так ощущается, то есть я думаю, они сдают постепенно. Сейчас нет такого как бы антифа в Москве, в Москве точно, которого можно привести там, не знаю, на Петровку, на Лубянку, там страшно пытать и требовать вообще все сдать, как бы. То есть если там у кого угодно, там меня, там еще кого-то так привести, то, не знаю, там, может быть, с меня что-то можно выпутать, но от этого все антифа не закончится. Да, даже нету, реально даже 10 человек, которые можно привести вот так вот на Петровку, на Лубянку и заставить всех сдать. При этом инфа о том, что кого-то привезли там, не знаю, на Петровку и он всех сдает, она реально распространится по всей той же сети, которая смогла, там, не знаю, собрать дофига людей на метро Кропоткинская, например. Да? Мне кажется, что, в принципе, реально сейчас проблема банов в Москве, это проблема нескольких сотен людей, которые должны или дико поумнеть быстро, или должны лежать под землей, или должны сидеть в инвалидных креслах, или должны сидеть в тюрьме от 15 лет и больше, как бы. Мы собираем сведения о нападениях на то, что называется на почве ненависти, то есть совершенных в ситуации, когда жертву выбирают именно по признаку того, что это другой, там, этнически другой, расовый или там, по религиозной причине. Эти нападения в значительной степени совершаются неонацистскими группами. Всегда должен быть некий процент людей в обществе, которым не все равно и которые что-то делают. И если этот процент есть, да, то, в общем, жить можно. Если он становится меньше, то общество скатывается, куда оно может скатиться, да, в погромы. Центр наш существует 2002 года, с конца, и занимается разными аспектами проявления национализма и ксенофобии в обществе, самыми разными. Это может относиться не только к преступлениям, и не только к деятельности каких-то
совсем уже крайних группировок, но и к тому, как националистический образ мыслей существует в политическом истеблишменте, как ксенофобия проявляется в масс-медиа. У нас есть там разные исследовательские проекты на эту тему. Молодежное правозащитное движение – это большая сеть молодых правозащитников, которая была создана 10 лет назад, как бы, чтобы вырастить новое поколение правозащитников, потому что большинство из них это очень старые люди, вышедшие из Советского Союза, из той правозащитной системы. В МПД довольно большая тематика, это вот антифашистская, но она просветительская, это довольно большой блок кинопоказов, фильмов, посвященных этой тематике, да, для молодежи в разных городах России. Это ежегодные памятные даты. Это «Хрустальная ночь» в ноябре, когда как раз пытаются напомнить об этом событии, провести мероприятия в разных городах, приуроченные к единой дате. Это 8 мая, Международный день Победы, который несколько пытается дистанцироваться от праздника в России, потому что в России это все сводится в итоге к современной армии, 9 мая, какие мы сильные, бла-бла-бла. Это очередная дата, когда пытаются снова проводить серию просветительских мероприятий. Но это также поддержка разных антифашистских направлений. Музыка против фашизма – это большой набор музыки с разных стран, разного стиля, да, там, распространение этой музыки среди молодежи, которая приходит. Это сейчас есть проект портала, где собираются видео, аудио, стикеры, материалы и как бы компании, которые делались в разных странах, вот именно против национализма, фашизма. Для чего мы, собственно, собираем эту информацию? Для того, чтобы доводить ее как-то до общественности, чтобы общественность слышала какую-то другую точку зрения, а не только то, что начитала прокуратура, а также и до самой этой прокуратуры, потому что там в правоохранительных органах люди разные. Когда у них там совесть проснется или когда им начальство велит настоятельно, они начинают что-то делать. И в этой ситуации они заинтересованы в какой-то информации, что собственно, делать. К сожалению, контакт с правоохранительными органами не такое легкое дело. У меня профессия такая, которая позволяет мне использовать ее возможности для того, чтобы создать некий правовой фронт, преграждающий дорогу фашистскому влиянию. Во-первых, показать, что их действия являются не безнаказанными, и проявление фашистской агрессии может быть остановлено даже легальными методами. И, во-вторых, вывести понятие фашистских преступлений как отдельные преступления, а не просто как некую категорию хулиганства, как сейчас пытаются представить власти. Реально эта идея толерантности, она, очень у многих людей вызывает отторжение, да, что там, потому что это какое-то именно навязывание каких-то схем, и на самом деле, если мы говорим, что вот все таджики хорошие, все там армяне хорошие, не знаю, да, мы на самом деле играем на поле ксенофобов, потому что мы ставим, мы поднимаем сам вопрос о том, что таджики могут быть и нехорошие, да, если мы это в принципе обсуждаем. Когда у одного антифашиста в районе Марьино была заложена бомба возле квартиры, и взрывом там выбила дверь, и пострадали сотрудники милиции, которые пытались заминировать. У него просто проблема была в том, что, в частности, ФСБшники изъяли компьютер. Мы ему там на следующий день были там, мы помогали составлять жалобы, чтобы ему вернули компьютер, но вообще всячески пытались помочь по этому делу. К вопросу о том, что делать, тут он распадается на две части, потому что есть люди, которые, как говорят в милиции, стали на путь преступления. Если они уже встали, уже поздно что делать с ними. По большому счету их может остановить только полиция. В принципе, приемлемо для активиста сливать что-то мусорам, да, но, то есть, опять же, тут здесь, конечно, большое но. То есть, во-первых, да, это, конечно, сильно не анархично, но при этом мне кажется, что это надо делать все равно не напрямую, то есть нельзя, с ментами все равно общаться нельзя, потому что уже хотя бы потому, что надо четко понимать, что мент он не в рамках антифашизма, да, это в рамках уже более широких каких-то идей. Мент он все равно является нашим врагом, очень не кислым, да, и сегодня его запрягли чмырить бана, а завтра его запрягут чмырить тебя. То есть, соответственно, очень хороший вариант это находить какие-то, какого-нибудь, допустим, адвоката, который может, который потому что у него такая профессия, имеет дело с мусорами, да, и в принципе ты общаешься не с мусорами, ты общаешься с адвокатом, да, или это могут быть какие-то
в каких-то случаях правозащитники, в каких-то случаях какие-то журналисты СМИ, да, которые, ну да, то есть, чтобы если ты что-то сливаешь мусорам, вот, то, соответственно, между тобой и мусорами должен быть какой-то буфер, вот, потому что иначе это просто опасно для тебя лично. Довольно большая была кампания, просто вот когда было 60-летие Победы под Москвой, мы использовали эту тематику, чтобы заставить людей задуматься о том, что там против Германии не была идея, там, что русский народ победил, и мы пытались донести, что сражались разные национальности, что важно именно в том, что победили эту идеологию. Еще да, есть еще, конечно, какие-то общественные самодеятельные, так сказать, формы противодействия. Это важно, потому что обычный средний гражданин должен видеть, что не все согласны. Какого рода эти действия могут быть? На любого совершенно, насколько фантазии хватит. Люди собираются делать ЗИН, именно, который хотят назвать антифашизм. И чисто по поводу, ну, то есть не с анархией связано, а именно с антифашизмом. Всякие люди, они что-то все время носятся, говорят, что надо издавать антифашистский журнал какой-то. Мне кажется, это лабуда все на самом деле, не нужен никакой антифашистский журнал. И я объясняю почему, что, в принципе, собственно, издавать журнал там ради борьбы с банами как-то, ну, это что-то как какая-то, не знаю, просто баны того не стоит тратить время, отдельный журнал против них издавать. А, соответственно, с ксенофобиями, на самом деле, даже для борьбы с ксенофобией, как бы, отдельный журнал не нужен. Это для иностранных студентов, которые, естественно, приезжают сюда, которые сталкиваются с проблемами, там, горячей линии. Ну, потому что, на самом деле, фашизм же не только там на улице, да, фашизм еще в государственных органах, в милиции. И, ну, соответственно, здесь именно консультации, как им себя вести, как вообще, что должны сделать с ними сотрудниками милиции по закону, потому что они очень любят, ну, так сказать, использовать незнание этих студентов, иностранцев, незнание языка, незнание, ну, законов, для того, чтобы иметь у них деньги. А вот как раз вот плакат тут, да, здесь не очень хорошо видно, все равно вот, это вот исторический плакат, и самет на смерть идет, чтобы не погиб Семен, собой жертвует Семен за жизнь Самеда, пароль их Родины и лозунг их победа. Ну, мои, например, действия, они вводятся именно в общественное движение. Вот последние акции, вот последние полгода, там убийство Крылова, после которого там в движ вошло много людей. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Значит, использую я методы легальные или, как скажем, ну, иногда полулегальные, да, смотря что считать, опять же, легальным, все относительно. Если рисовать на стене нелегально, да, то это я абсолютно приемлю и использовала. Да, что я делаю? Это попытки писать, потому что, в принципе, я считаю, что с идеями надо бороться другими идеями, да. Это попытки, сказать, распространять свой взгляд на мир путем работы с детьми. Например, лучше объяснять детям в школах, чем, например, видеть каких-то там 30-летних банов, то есть, которым уже похрен совершенно на это. Собственно, каких-то вот социальных, не знаю, движений там против банов, ну, как бы тоже особо нет смысла мутить. Хотя, в принципе, на самом деле, вот такие там темы, как была вот эта антифашистская демонстрация, там после убийства Крылова, это очень прикольно. Антифа! 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 Приемлю я все методы для борьбы с фашизмом, использую для борьбы в основном мотивированное внушение, подкрепленное логикой и аргументами. Вот. Ну, мы изготовляем как листовки, так и иногда и используем физическое воздействие на особо умственно отсталых, потому что они глухи к словесным перепалкам. Я просто пищу людей, которые ведут себя неправильно. И, блядь, получается за это по голове. После Транскинутся появились внезапно, в общем-то, для многих это всего лишь 3 буквы. По большому счету, так это и есть. Это общество друзей под этими 3 буквами. Это больше, чем просто слово. После Транскинутся друзья. Это наши друзья, для которых важно, в первую очередь, скрепляться культура и антироссийские корни, мультикультурные корни. Это то, что мы храним в нашем сердце. Но независимо от этого, мы приемлем всех наших друзей, панков, красть,
гангстеров, хардкорщиков, вот это и всем. Зависимо от того, политизировано или нет, репрессировано или нет. Главное, что они с нами вместе. Мы помним всех, кто помогал вам добиться того, чего вы добились. И только так. Поодиночке мы слабы. Поодиночке мы потеряем все, что мы добились. Только все вместе, объединившись, как мы это и делали, мы получим то, что мы имеем сейчас. Закон нарушать не следует. Просто. То есть, скажем так, если человек считает, что ситуация отчаянная, там, ну, неважно, он не может больше там все, да, он нарушает закон, он, ну, конечно, он волен так сделать. Другое дело, что бывают, конечно, ситуации, где общественные активисты, которые там настроены антифашистски, или даже просто случайно, на самом деле, попали как-то под сферу интересов неонацистов, должны обороняться, просто банально, да, должны защищать, не знаю, там, концерт, который они проводят, митинг, который они проводят и так далее. К сожалению, не всегда можно в этом деле положиться на полицию. Это другой разговор. И ну, вот здесь надо как-то стараться удержаться на грани. Очень сложное отношение, например, к боевым антифа, так сказать, да, тем, кто на улице с прямым действием пытается исправить ситуацию. То есть я понимаю защиту, но я в целом не приемлю там нападения, хотя приходилось оказывать помощь тем, кто впоследствии этого столкнулся с юридическими проблемами. Я не считаю уличный антифашизм неприемлемым. Я его не поощряю, я никогда не призываю к насилию, я считаю, что это не путь, потому что насилие рождает еще большее насилие и заводит в тупик, в конце концов, потому что те, кто использует насилие, изолируют себя от общества, потому что большая часть общества никогда не поймет и не примет насилие и будет считать, что неважно, ради какой идеи оно применяется, важно, что это плохо, и все, точка. И, в общем, я тоже так считаю. Но я понимаю, что есть ситуации, когда по-другому нельзя. И что вот если там с идеями надо бороться другими идеями, то с насилием, в общем, надо бороться насилием. Обычно это устроено в государстве так, что с насилием борются правоохранительные органы. Но наши правоохранительные органы борются, я не знаю, с чем они борются за расширение своих карманов, я не знаю чего. Они этим не занимаются. Поэтому, естественно, возникает в обществе рано или поздно возникает некое движение, которое берет эти функции просто на себя. Поэтому я не могу их осуждать, этих людей, и я всегда буду их поддерживать, при том, что я не буду призывать к этому других. Как бы насилие мне никогда не нравилось, но когда я начал в этом во всем участвовать, я воспринимал это как необходимость. Сейчас я этого не воспринимаю как необходимость. И плюс многие люди, которые занимаются этим, они, не знаю, многим, мне просто кажется, нравится драться. То есть, и, возможно, все равно с кем драться. То есть, просто им нравится бить кого-то, и вот многие идут в антифашисты. То есть достаточно мало людей, которые именно из-за идейных соображений это делают. И то, что я понял, то, что человеку, который уже сформировал взгляды свои какие-то на жизнь и что-то еще, то есть там он не бон, то есть ему тяжело что-то объяснить, опизделив его раз, или сколько-то, то есть, и, надо, не знаю, объяснять больше. Я девушка, я, в принципе, объективно, я слабая. Я не могу использовать силовые методы, но я считаю, что с ними нужно бороться только силовыми методами. Хотя, в принципе, я это не могу. Я считаю, что нужно делать, создать свои группы, как-то, об этом говорить, афишировать это все дело в своих песнях. Нужно ходить на митинги, на акции, нужно делать листовки, нужно просто показывать людям, делать разные фильмы, передачи, просто показывать людям, что так нельзя. Разные исторические фильмы, которые показывают, что воевали против фашизма не только русские, славяне, а и дагестанцы, и чеченцы, там украинцы, там белорусы, все воевали против фашизма. И что фашизм плохо. Я приемлю любые действия для борьбы с фашизмом, использую те, которые на данный момент просто возможны. Я стараюсь использовать любые. Я использую пока только пропаганду, то есть я пытаюсь объяснить человеку на словах. Мы приемлем все методы, какие только могут быть использованы в этой борьбе. Пропаганда, листовки, газеты,
непосредственно давать пизды, главное, резать. Если тебя валят, можно, в принципе, и в какой-то степени убить. Всеми любые методы, которые помогают в борьбе с фашизмом. То есть это насилие, то есть насильственные методы, физическое противостояние банхедам. То есть стать у них на пути, когда они маршируют там, по улице моего города. Да, если я увижу там где-то в метро или там в автобусе фашиста, я, естественно, мимо не пройду. Я считаю, что фашизм радикальный все-таки. Всякая там писанина, либеральный антифашизм, он ни к чему хорошему не приведет. Также я считаю, что антифашизм не может быть аполитичным по определению самому, потому что мы занимаемся все-таки делом таким. Я приемлю любые методы борьбы с фашизмом. Кто бы что ни делал, как может пускай помогать, агитацией, просто банально, своей идеей, просто тем, что сам не приемлет это дерьмо. Но лично я использую метод прямого действия. Я и мои друзья, мы не приемлем фашистов в своей среде, мы готовы всегда к прямой конфронтации. Радикальные, блядь, по голове нахуй хуярить арматурой. Приемлемо это по классике, это экшен, это насилие. Вот, а использую обычно бытовой антифашизм, то есть всякие базары на кухне, вся хуйня. Стараюсь открыть глаза обычным людям, что хач это не кавказец там любой, а хач это кавказский гопник. То есть общение. Ищу и выкладываю фотографии в интернете, ищу информацию о них. Ну, иногда, я не знаю, занимаюсь уличным антифашизмом. На мой взгляд, фашистов, вот я в этом уверена, я не просто так таскаю с собой нож в кармане, их надо резать. Причем резать молча, из-за угла, неожиданно и, блядь, вжало, на самом деле. Не толпой там, как вот они делают, а просто тупо подойти, воткнуть нож, блядь, в сердце. Потому что, на мой взгляд, такие люди не должны существовать. Я состоял в МОБе, например, мы ездили там, накрывали периодически там каких-то правых людей, то есть еще что-то, вот. Часто накрывали неправых там, потому что понимали, что они правые. То есть я считаю, что это тоже очень важный аспект, что нельзя бить человека, если ты не уверен в том, что он правый. То есть лучше не избить кого-то, чем избить. То есть, чем избить не виноват. До поры до времени это прежде всего это творчество. До той поры, пока нацисты просто ходили там, да, где-то у себя в дворике глубоко зашкелившись, хайляли, пили пиво, это не было опасно. Против этого можно было действовать песнями, книгами, музыком, творчеством, сайтом, всем чем угодно. Творческим движением этому можно было сопротивляться. Но в тот момент, когда уже дошло дело до уличного сопротивления, да, когда мы стали жаловаться панку, что нас на улице избивают, когда мы начали жаловаться скейтер, нас на улице избивают, парни, вы же анархисты в этом городе, попробуйте сделать что-нибудь, может, так не можем жить. Тогда парни все собрались, так подумали и поняли, что по-другому действовать уже нельзя. То есть любые разбитые щи — это минус один фашист. Трое разбитых щей — это чуть ли не минус маленькая группировка, состоящая там из 5 человек. 20 разбитых щей — то есть большой прыжок, это вообще провал для неонацистской организации любого города, когда их парни там в большом количестве там терпят большое поражение, да, они уже начинают думать, что просто так там с киртиком, да, по городу ходить нельзя, как в Иркутске сейчас. Я просто пока еще у меня не было случая, где я могла бы применить физическое насилие. Тупо моя комплекция мне не позволяет. Мы используем все методы, какие попадаются под руки. Это дубинки, арматуры, ножи, пистолеты, ноги, руки шкабаря пьяного, бутылки, розочки, не знаю, каким еще. Составы обычно
человек, 18-20 чаще и больше, не бывает. Хотя после каких-нибудь концертов типа пивного фестиваля или, крупных рок-концертов можно встретить мобы человек по 40, но дело в том, что они наполовину все равно состоят из детей, из совсем ребят, то есть лет по 14, по 16, которые мозги промывают. Таких мы стараемся обычно не трогать, отбираем символику, надаем пиндалей до подзатыльников и скажем, что не шалили. Иначе при следующей встрече может быть гораздо хуже. Драка – вещь быстрая, по крайней мере у меня. Туц. И что-то так получается, что человек лежит. Сними его еще раз, сними это. Сними ее тоже. Да, дико. Опа! Детка, ты нам отбегуешь, нет? Провал — это убивать кого-то, потому что, причем даже не потому, что их жалко, честно говоря, а потому что убийство — это такая штука, которая не имеет срока давности, например, да, и если там что-то не так повернется, тебя могут за него привлечь, через 5 лет как-то, да. Мало ли как жизнь поворачивается. Я считаю, что, в принципе, действия могут быть любыми, потому что это дерьмо используют любые способы. Но, в принципе, убивать людей я не считаю нужным, потому что я не хочу, чтобы я и мои друзья уподоблялись этим мразям, которые за несколько лет убили около 500 человек просто. То есть не обязательно антифашистов, а вообще. И я считаю, что их надо калечить. Я считаю, если они калечат, их надо тоже калечить. Если они не будут калечить, их не надо калечить. Просто на самом деле надо давать на их действия противодействие, потому что просто сидеть сложа руки и пиздеть в интернете, по-моему, это полная хуйня. Я называюсь скинхедом, я анархист по убеждениям своим жизненным. И скинхед тоже, я знаю, что такое моя культура. И многие, конечно, себя банхеды называют скинхедом, это, конечно, не так. Я буду дальше защищать свою сцену. Не хочу, чтобы моя сцена ассоциировалась, музыкальные какие-то направления ассоциируются с банхедами, с фашизмом, с расизмом, с ксенофобией. Это наша культура, мы ее не дадим. То, что мы собираем и предоставляем заинтересованным в этом людям, скажем так, любым, какую-то информацию и публикуем какие-то разъяснения юридического толка по поводу тех или иных эпизодов, в целом идет на пользу. Служим или служили, я же не знаю, своего рода альтернативой тому самому насилию. Мне кажется, что это так, что это есть, что это хорошо. То, что диалог между антифашистской общественностью и властями удалось перевести в какое-то содержательное русло, и что стали появляться какие-то конкретные государственные программы, что законы стали меняться в лучшую сторону. К сожалению, не только в лучшую, они все меняются, но тут уже ничего не поделаешь. Но и в лучшую тоже. Это результат действия таких групп, как наша. Если мы пишем об этом, если мы, так громко скажем, просвещаем людей, то, может быть, будет больше тех, кто снимет листовочку, кто заступится в метро за избиваемого таджика, кто не промолчит, когда при нем будут оскорблять кого-нибудь по национальному признаку и так далее. Это не очень большие достижения, это совершенно не те достижения, которые можно измерить. Но, тем не менее, я считаю, что это важно. Те дела, которые удалось провести до конца, типа дела Рюкина, очень четко показывают, что нету никакой национальной подоплеки, что на самом деле это просто пытаются выпустить пар социального недовольства в сторону национальной розни, национальной резни, что нету никакой религиозной подоплеки. Как известно, Рюкин был не только русским, он был глубоко православным человеком и настолько верующим, что соблюдал все религиозные православные обряды. Что для
создающейся фашистской среды, самое главное – это именно ситуация фронтов, войны, это те самые их нечеловеческие принципы, которые они пытаются привить и насильственно нас в них поставить. Убийство, ну, ребят, да, там тоже убийство Саши Рюхина, который шел на концерт, убийство националистам, ну, нас как бы в том плане, что нам удалось построить там хорошую юридическую помощь, благодаря там привлекли адвоката в определенный момент. В результате те, кто нападал, получили достаточно серьезные приговоры. Это, собственно, по срокам наказания мы были удовлетворены этим приговором, но не по тем статьям, которые вменялись. Нельзя убийство называть хулиганкой. К сожалению, те, кто совершал эти преступления в этой же компании, часть из них до сих пор находится в бегах. Но тут и то, что люди как бы привыкают к носителям другой культуры вся в стране, это, конечно, есть. Во-вторых, то, что, в принципе, менты начали их так щемить, а в-третьих, то, что, конечно, мода подпрошла, ну и во многом, конечно, действия именно как бы антифа тоже повлияли, то есть они повлияли, ну, по нескольким направлениям, и то, что, ну, они как бы зарядили часть людей, что это вообще, типа, такая крутая игра, ловить банов и там, и дико их метелить. Раньше действительно в каждом дворе можно было увидеть там хотя бы одного какого-то считающего себя банхедом молодчика. А сейчас эти группы, ну их можно по пальцам пересчитать во всем городе. Когда я начинал, я помню, что каждый вечер, идя домой, ты мог быть уверен, что ты найдешь двоих-троих, чтобы вот, хорошо провести вечер. Люди уже думают, зиговать или нет, по-любому, там, ну, метро, они знают, что могут за зигу получить по голове. Раньше баны держали всю Москву, можно так сказать. Приходили на любой концерт, чувствовали себя там нормально, могли зигануть, напиться, подраться, всем пизды дать. Теперь они боятся ходить на хардкор-концерты. Они боятся ходить на панк-концерты. Они боятся ходить на ска-концерты, на некоторые. Потому что в основном у нас ска-то все правое, как бы в России. Они боятся ходить так что баны как бы немного... Обосрались, да. Вот, обосрались немного баны, на самом деле. Политически, я думаю, что вряд ли мы имеем влияние на какие-то политические круги, политические группировки. Да, действительно, на уличных антифашистов и их полумаргинальные партии мы имеем влияние, потому что им приходится с нами считаться. Они уже не столь безнаказаны, как были какое-то время назад. Им приходится создавать отряды самообороны для того, чтобы защищаться от нас. И мне кажется, что даже если все останется на таком уровне, то хотя бы мы создаем какие-то помехи. То есть они уже не чувствуют себя полноправными, полноценными хозяевами города, которым никто не может ничего сказать. Антифа-движение создало слой дофига молодых людей, которые получили опыт конфронтации с государством, как бы, да, то есть из них как бы, ну, многих очень как бы каша в голове, многие люди, не знаю, там как-то они по какой-то там по желанию попиздиться, они там погоняют за антифу там пару лет, потом как бы пропадут и становятся такими же обывателями, которые мы были, вот, но кто-то остается, кто-то врубается там дальше во всякие правильные темы. И сейчас мы просто уже как бы по своим контактам мы находим эти группировки там в подбориках, которые тусуются, шкерятся, потому что с центра не выехать в таком виде боятся, потому что щи можно легко потерять. Нам отзванивают скейтеры, рэперы, просто парни с улицы, даже гопники отзванивают, говорят, ну вот мы стоим, прошли мимо нас, там, банда там 10 человек, да, бритоголовых, на подкатах, все. Мы уже узнаем информацию, мы туда приезжаем, собираемся, мы выносим эту жопу. Она пошла по регионам, вся вот эта тема, там, и там в куче городов есть какие-то разные люди, которые что-то делают. Мне, конечно, хотелось бы думать, что все, что я делаю, имело какой-то результат, но действительно количество банхедов на улице несколько уменьшилось за последнее время, и если в этом есть какая-то часть нашей заслуги, то я не буду очень рад. Я считаю, что напрямую мои действия на это повлияли, потому что фашисты перестали чувствовать себя на улицах города уверенно,
И то есть они не могут в открытую символизировать свою атрибутику, символику, им приходится проводить свои концерты полузакрытыми или закрытыми, что не позволяет им вербовать новых участников движения. Также молодые ребята, которые, может быть, могли бы к ним присоединиться, прекрасно понимают, что это опасно. Пример, вот у меня есть моя родная сестра, которая общалась с фашистами год, наверное, 2. Вот я просто промывала ей мозг, я ставила ей группы, я просто показывала, приводила им разные примеры, показывала ей разные фильмы, показывала разные передачи, которые вот были о антифашизме. И, в принципе, вот 2 месяца, когда она с ними не общается, когда она просто перестала с ними абсолютно там тусить, и, в принципе, сейчас она входит уже вот в наше движение, в антифашизм. В моем личном городе, там, в Иркутске, она изменилась в лучшую сторону. Хотя вот у нас этим летом было нападение на наш экологический лагерь, где убили нашего товарища. Вот. Но я все-таки считаю, что намного лучше была ситуация, чем в середине 90-х годов, например, когда фашисты нападали на рынки с китайцами, избивали их. То есть, это были, конечно, единичные случаи, но они происходили. Сейчас таких нет случаев. Фашисты сидят по своим углам там, и не появляются на улице. Редкие граффити, только очень корявые. И они очень находятся на маргинальном уровне и не имеют никакого влияния в нашем городе на общественно-политическую ситуацию. Раньше, если взять там несколько лет назад, то мы сидели и в интернете говорили, что мы бедные и несчастные, а злые фашисты нас адски пиздят. А сейчас как бы движ настолько поднялся, и столько огромное количество новичков и вновь прибывших людей, которые борются на улицах. Как бы и сейчас эти ублюдки также сидят в интернете и морозят свои задницы и боятся выйти на улицу. На демонстрации, по Крылу было реально дофига людей, которых я видел первый раз. И это не то, то есть мало того, что люди, которые там такие, антифа, явно, которые такие, но явно там куча молодежи, которые пришли кого-то ебошить, как бы. Вот, это как бы у них на лице написано, что это их основная цель, как бы. Фашисты убивают, власти покрывают! Фашисты убивают, власти покрывают! Если 3 года назад поход на концерт, прогулка по городу с друзьями, акция, это все могло быть очень плачевно, угроза была слишком велика, риск очень большой, цена была очень высока. Но сейчас мы добились многого. Нацисты боятся приходить на наши концерты, нацисты чувствуют угрозу, мы сейчас чувствуем себя уже хозяевами в своем городе. Я считаю, это важно. Нацисты не исчезли, конечно, они есть, но они чувствуют границы, что вот здесь мы, а вот там они. И если не прийти к нам, мы дадим им пизды. Раньше было много шансов получить несерьезные травмы, сейчас мало шансов, но травмы стали серьезными. Именно образ, то, что баны такие, вообще самые крутые, самые опасные люди, он закончился, благодаря антифе. Уличная борьба тоже дала о себе многое знать. Сейчас прилив движений, и нации боятся ходить по улицам. Вот антифа создала крутую, полезную для либертарной среды субкультуру, раз. Второе, то, что они, в принципе, реально сильнее банов, принципиально, как бы, по всем составляющим. Это 2. Вот. И, соответственно, мне кажется, это повлияло, сильно повлияло на сокращение, и активности банов, и количества банов. Вот. Они прекрасно знают, что если я пойду с нашивкой как нельтяк, или у меня будет нашивка там свастика какая-то, то я, скорее всего, с одной остановки до другой я не доеду. Я пройду свои щи в этом же метро. И они это прекрасно знают и понимают. И я думаю, это маленькая, но победа. Найти в последнее время фашиста становится все сложнее и сложнее. Вот. Сами они все реже и реже существуют как организованные группировки, и уж тем более как серьезные организованные группировки. На нас они нападать боятся, а когда на них можно напасть, они обычно сильно превышают нас в количестве, как то русский марш. В последнее время они еще и милицией стали охраняться, такие мероприятия. Поэтому не очень часто на самом деле случаются столкновения. Единственное, возможно, они то, что повлияли, то, что они не знаю, они, возможно, стали гонять больше на беспалеве, то есть
более скрываться, но особо-то меньше их не стало из-за этого. Ну, то есть, как бы, более обострилась борьба, то есть, но они начали просто тоже какие-то применять более жесткие методы. Мы, то есть, с обоих сторон там, как бы, людей режут уже, то есть, пошли убийства. В принципе, движ растет, и считаю, что оценка улучшается в нашу сторону. Но я надеюсь, это не будет волнами. Там, их несколько лет, наши несколько лет. Мы потихоньку растет наша сцена, наше движение. И уже даже простые люди знают, что такое антифа. 5 лет назад никто бы, я думаю, что не ответил бы на этот вопрос, если бы нас спросили. Сейчас потихоньку мы развиваемся. Баньё нахуй оборачивается, сука, себе за спину, блядь. И они поняли, что есть сила, которая им противостоит. Мы сделали живую легенду всего этого. Люди боятся всего этого. Люди рассказывают федеральные сказки. Мне это нравится. Они боятся нас, это угроза. Мы и вы, и все, кто был с нами вокруг сейчас, вся эта семья московская, антинация, коалиция, как мы назовем ее так. Мы добились великого. Мы добились того, что мы хозяева нашей города. Они ссут. Спасибо, ребятки, что просмотрели данный фильм. Я надеюсь, он вам понравился и, может быть, заставил вас о чем-нибудь задуматься. Спасибо всем тем, кто так или иначе принимал участие в создании данного фильма. Спасибо всем тем, кто дерется на улицах и очищает наш город от коричневой мрази. Спасибо всем тем, кто осуществляет юридическую помощь нашим ребятам, попавшим в застенки. Спасибо тем людям, которые в своем творчестве поднимают тему антифашизма. Ребята, вы молодцы.